Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Министр образования и науки Северной Осетии Алан Угоев встретился с выпускниками-беженцами из Украины. Перед основной волной сдачи ЕГЭ и ГИА школьникам предстоит пройти дополнительное тренировочное тестирование. Оно поможет выявить уровень знаний ребят. По центральным улицам Владикавказа проехали четырехколесные участники Великой Отечественной войны. В автопробеге, приуроченном к 70-летию Победы, также приняла участие легендарная полуторка. Самые успешные спортсмены и тренеры 2014 года получили награды из рук Таймураза Мамсурова. Знаки отличия вручили около сотни человек. Эти и другие темы далее подробно. Обсудить проблемы и найти пути их решения. Для этого министр образования и науки Республики Алан Угоев встретился с выпускниками-беженцами из Украины. В преддверии сдачи ЕГЭ и ГИА проблем у ребят и их родителей немало. До основной волны остается всего месяц, но не все ребята успели проверить свои знания в пробном экзамене. Поэтому планируется организовать дополнительное тренировочное тестирование для выпускников. После того, как будет определен уровень знаний, начнется интенсивная психологическая и методическая помощь ребятам в школах. На сегодняшний день в республике учатся 5 выпускников 9 класса и 2 11-классников из Украины. Для девятиклассников, соответственно, нам нужно понять их профориентацию. Кто-то изъявил желание узнать подробнее о средних профессиональных образовательных организациях, техникумах, колледжей. Часть ребятишек намерены продолжить обучение в 10 классе, соответственно, для того, чтобы получать высшее образование. Поэтому, исходя из возможностей и желания каждого из детей, мы постараемся скорректировать в оставшийся период времени их подготовку и, соответственно, дальше будем уже отслеживать то, куда они будут поступать и как они будут реализовываться. Молодой предприниматель Анвар Ходиев планирует открыть во Владикавказе детский центр по робототехнике и завод по переработке молока. Часть нужной суммы у молодого человека есть, но нет земли, где можно все это построить. Анвар уже обращался в городскую администрацию, но тогда ему отказали, сославшись на то, что нет подходящего участка. На этот раз он встретился с мэром города Сергеем Дзантьевым. Мне нужна земля в аренду, которую мы приватизировали. Мы понимаем, что и готовы потерять этот земельный участок, если используем не по назначению. Вот. Я смотрел цены на землю, да, слишком дорого получается. Но если город поможет мне выделить для этого, то я с удовольствием потрачу свои деньги, и там во веки веков будет стоять детский центр робототехники. Конкретного ответа от городских властей Анвар не получил. Сергей Дзантьев предложил молодому предпринимателю самому найти незанятый участок и прийти с повторным заявлением в администрацию. Сейчас закон позволяет так. Нашел участок, условно говоря, не занятый или как, ты подаешь заявление, и автоматически администрация или орган местного самоуправления должен его, или, если нет заявления другого, выделять, или объявить, если второе заявление, тендер. Подобные приемы столичная администрация проводит регулярно. Некоторые встречаются с чиновниками не впервые, а добиться результатов не могут по несколько лет. Например, жильцы дома на проспекте Коста уже 5-й год просят построить детскую площадку. Пока безуспешно. Структурные подразделения просто не выполнили указания главы города. Узнав об этом, мэр объявил выговор своим сотрудникам и обещал в ближайшее время выехать на место и разобраться в ситуации. На встрече с жителями Сергею Дзантьеву вручили небольшой подарок. Мэр Владивостока передал ему иллюстрированные издания, в которых запечатлены достопримечательности Владивостока. Памятные подарки Сергей Дзантьев получил из рук ветерана Великой Отечественной войны Александра Багаева. 2 города побратимы, Владивосток и Владикавказ, по-прежнему будут дружить. И я надеюсь, что Кустарев вас пригласит на юбилей города. Я его первого пригласил, сказал, пока не приедешь сюда, я туда не поеду. Установить детскую площадку, разрешить приватизацию нежилого помещения, заасфальтировать придомовую территорию и многие другие просьбы звучали сегодня на приеме граждан у главы администрации. Все просьбы мэр зафиксировал и обещал разобраться в ближайшее время. Анжела Засохова, Заур Цеов, Осетия ТВ.
Четырехколесные участники Великой Отечественной войны снова в пути. Североостинская госавтоинспекция провела масштабную акцию, приуроченную ко Дню Победы. Колонны КАМАЗов проехали по центральным улицам Владикавказа. В колонне и легендарная полуторка, на которой по дороге жизни доставляли продукты. И вот, спустя 70 лет она снова в пути. Центром событий стала Аллея Славы, где военнослужащие совместно с ветеранами и школьниками возложили цветы к стеле Победы. Как отмечают организаторы, основная задача автопробега – еще раз напомнить о великом подвиге наших дедов. Люди, которые сидели за рулем полуторки, люди, которые хотели жить, но не смогли донести слово, не смогли донести ни подвигом своим, ни словами, значит, ту жажду к жизни, которую они испытывали. Сегодня, к великому сожалению, участники дорожного движения не ценят ни собственную жизнь, ни жизни других. Я хотел бы обратиться к ним и вот, пользуясь вот этими страшными для себя словами, вот, будьте достойны памяти павших за свободу. Эстафета Победы отправилась по местам боевой славы Северной Осетии. Акция приурочена к 70-летию победы над фашизмом. Кубок, в котором находится горсть земли из Брестской крепости, побывал в Алагире. Там у памятника герою Советского Союза, пограничнику Петру Гужвину, прошло торжественное возложение цветов. В Алагире совершил подвиг наш воспитанник Ленкоранского пограничного отряда, ныне пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии, Петр Кузьмич Гужвин, который на 3 месяца раньше совершил подвиг, закрыл амбразуру вражеского дота грудью, тем самым обеспечив выполнение поставленной задачи взводом и сохранил жизни многим своим подчиненным. Затем эстафета поднялась в Высокогорный Бурон на пограничную заставу имени генерала армии Вадима Матросова. Звание Героя Советского Союза военачальнику было присвоено за большие заслуги в деле укрепления государственной границы СССР. Битва за Кавказ – одно из важнейших событий Великой Отечественной войны. Этот регион был стратегически важным для немецкого командования. Ведь львиную долю нефти, природного газа и цветных металлов в те годы Советский Союз добывал именно здесь. И именно Северная Осетия закрывала для гитлеровских войск путь к запасам полезных ископаемых. Но немецкая группировка не смогла противостоять мужеству советских войск, которые уступали противнику по силам. И спустя 70 лет невозможно представить всю глубину патриотизма людей, которые принесли своей стране победу, и долг нынешнего и будущих поколений понимать, какую цену заплатил за нее наш народ. Победа для нас – это вот наша жизнь, в которой мы сейчас живем. Победу сделали наши деды, отцы, воевали, вложили голову за нас. И вот на данный момент, 70 лет прошло после этого, но мы помним их героизм, что они сделали для нас. Сегодня североостинские пограничники передали символ эстафеты коллегам из Южной Осетии. Финиширует акция 28 мая в Москве. Пункт назначения – Поклонная гора. Доставленные кубки будут выставлены в Музее Великой Отечественной войны. Земфира Лолаева, Яна Гагиева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Государственные награды сегодня получили лучшие спортсмены Северной Осетии ушедшего года. Их лично вручил глава республики Таймураз Мамсуров. Среди чемпионов и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Они стали мастерами спорта международного класса. Наставники атлетов удостоены звания «Лучший тренер России». Кроме этого, каждый получил денежное вознаграждение. В ежегодной церемонии чествования спортсменов и тренеров в Северной Осетии участвовали всего 100 человек. Мы знаем всех вас, за каждого из вас переживали. Мы знаем, что вы являетесь примером для тех, кто идет в спортзалы, на площадки, на поля. Вы имена, вы звезды, вы уже прославили себя, а это, особенно для мужчины, иногда становится и правильностью, становится смыслом жизни. Прославить себя, свою фамилию, свой народ и защищать интересы своей республики, а если надо и нашего государства. У вас это получается, и спасибо вам за это.